Добрый день, дорогие телезрители! Снова в эфире телеканала Якутия-24. Программа «Мы вам покажем». И я, журналист Дмитрий Аргунов, сегодня в очередной раз собрался вам показать вещь, которая, без всякого сомнения, будет интересна владельцам частных домовладений. Был у меня проект раньше «Дом с умом», очень замечательный проект, который помогли реализовать очень хорошие ребята, опытные в вещах энергоменеджмента и так далее. Да? И смотрим. Дом из ластыка с активным слоем базальта в 43 сантиметра. Он отапливался настенным, наподобие вот этого, котлом производства южнокорейской фирмы «Навиен» на 20 киловатт. Все было бы хорошо, но этой осенью я, кратно подумав, поменял настенный котел на смесь настенного и напольного. Есть такой парапетный тип котла, который коаксиальный забор воздуха также, да, то есть снаружи не из помещения воздух для горения использует, а снаружи. И при этом не требует какого-то энергетического вмешательства. То есть он не зависим от электрических сетей, кроме, скажем так, систем циркуляции отопительной системы. И очень хорошо, очень навороченные, в принципе, экономичные очень котлы. И наши сегодняшние герои, это в очередной раз Анатолий Кириллин и его напарник Георгий, который к нам присоединится чуть попозже, докажут, что, в принципе, для человека технически подкованного, который обладает определенной долей технической культуры, эксплуатация настенных котлов – это милое дело. То есть, в первую очередь, это экономично. Вторая – это можно ставить в жилых помещениях. Да? И третье – это достаточно большой КПД, который достигает 97%, 98% даже процентов. Да? Есть другие типы котлов, кстати. Ты слышал насчет конденсационных котлов, которые за 100% КПД переваливают? У них дымоход пластиковый, то есть воздух… Вернее, нагретый воздух, он отдает полностью все тепло и выходит наружу в охлажденном уже виде. И я очень надеюсь, что когда-нибудь мы покажем эксплуатации конденсационный котел, который, вне всякого сомнения, за счет своих потребительских эксплуатационных характеристик заслуживает особого внимания. Но настенный котел напичкан буквально электроникой. Это я говорю как бывший владелец настенного котла, который с коробки умел общаться с телефоном. Это было очень круто тогда, в 2015 году. Сейчас все умеют абсолютно это делать. Да? И что электроника в нашем понимании? Это набор вот таких микросхем, которые, не дай бог, капелька влаги, капелька конденсата и так далее на плате, вот столечко с ноготок размером, да? И все. И может случиться все, что угодно. И настенный котел, я отношусь к системам обогрева, печам очень как одушевленным существам. Исходя из того, что мы все-таки анималисты, тепло отождествляем с каким-то живым существом. Настенный котел имеет свойство быть очень капризным именно в какие-то неподходящие моменты. Перед Новым годом, под Новый год, ночью, в 4 часа утра и так далее. То есть вот эти сюрпризы он может преподать абсолютно в любой момент. И мы находимся в котельной, в которой поработали Георгий и Анатолий Анатольевич, хозяин которого в прошлую зиму чуть, как говорят, не посидел, да, когда наступил отказ котла и дом был на грани замерзания. Что было предпринято ребятами, давайте мы попросим рассказать нашего постоянного уже героя Анатолия Кириллина. Давайте ситуацию обрисуем уже с инженерной точки зрения. Здравствуйте, дорогие зрители. Скажу так, да, для нас была поставлена некая задача хозяином дома. И котел, как мы узнали, да, от его слов, в прошлом году, в самые страшные морозы, он отказал. Но отказ был в малюсенькой такой, да, в малюсеньком датчике, который просто отказался что-либо передавать на его систему электроники. И котел встал. Заметим, что и свет, и все нормально как бы функционировало, энергетика была, но котел отказал.
И пока все это делалось, прошло энное время, дом чуть не перемерз. Благо, все быстренько решили проблему, сделали. Но это не всегда бывает так. Поэтому хозяин решил этой зимой не рисковать и озадачил, чтобы как-то это дело обезопасить. Именно, еще раз замечу, именно от поломки котла, а не от выключения электричества, да, ну или перебоев с электроэнергией, да. Но когда мы пришли, посмотрели, котел работал с некими такими частыми отключениями. Он включался сразу на большую мощность, потом минута работы, там 1,5 минуты, и он выключался. Посмотрели, давление скакало, да. И котел выключался не от температуры, он нагревал температуру, в принципе, но отключался от скачков давления. И решено было, ну, выявили, конечно, да, проблему в том, что у него вышел из строя свой расширитель, который стоит внутри. И вот слабость этих котлов в том, что свой встроенный расширитель, он часто выходит из строя. Потому что он плоский, во-первых. У него не шарик внутри, да, а у него плоская мембрана. Она имеет свойство рваться, и поступает вода без жидкости, и уже все, система наполняется полностью жидкостью, и никаких компенсационных моментов уже не становится. И оно пропадает, и при нагреве давление скачет, да. И поэтому нами было решено, уже стояли морозы, решено было ставить отдельный расширительный бак по емкости, подходящий к этой системе. И система сейчас вот стоит, работает, его настроили на давление, да, и он обеспечивает расширение и отрегулирован так, что он без проблем уже стоит, работает. Но еще плюс нам предстояла задача подключить резервный, да, но уже электрический котел. Почему такое решение было принято? Потому что ставить второй котел, ну, пока практически невозможно. Да, это надо пройти сколько много инстанций, согласований, все это переделывать. Но вот именно для таких домов, которые уже стоят с одним котлом, вот такое решение самое такое оптимальное получается, да. И вот мы решили поставить электрокотел, который будет обеспечивать теплом во время ремонта основного котла газового. Потому что котел уже стоит несколько лет, в принципе, мы уже ожидаем его капризов, уже в любой момент оно может проявиться, поэтому поставили котел электрический. Его предназначение, он во время остановки газового котла должен обеспечивать теплом всю систему. Его задача, во-первых, стоит не обогревать дом для жилого состояния, поэтому мы остановились на 7,5 киловатт, который достаточно будет, чтобы дом не совсем перемерз, а система была живая, пока котел будет ремонтироваться. Вот из этих соображений мы поставили вот такой котел. И знаете, мы когда столкнулись с этим, тут есть вообще множество решений, как подключать котлы, да, параллельно, последовательно, там, каскад. Мы остановились именно на последовательном соединении. Почему? Потому что мы знали, что котел, он очень простой, да, это просто простая труба внутри, простая труба, где стоит тен. Греющий элемент. Да, греющий элемент, и все, больше в нем ничего нет. И подумав это, мы прямо вот где, вот здесь обратка котла, да, вот обратка идет, охлажденный, нагретый котлом теплоноситель идет по этой трубе, получается, да, это подача. Подача у нас идет, вот должен подойти к этой гребенке и над ветками расходиться по дому, а мы его вот отсюда взяли, его перевели на насос дополнительный,
И он сквозным образом идет через вот этот котел и переставили вот Уже на гребенку, подачу на уже на гребенку, гребенку. да. Что это нам дает? Это дает без потерь, да, осуществлять нагрев всей системы, да. Мы могли подсоединить его параллельно, чтобы котел вот он отдельно стоял, но при этом там усложняется в чем? Это там должна будет опять стоять гребенка, это или обратный клапан, или все это должно иметь как бы кто-то должен что-то делать. А нам это не годится, потому что дом зачастую стоит без человека, который все время где-то на разъездах, на работе, в командировках. Поэтому он должен был быть совсем автономным, да, максимально, скажем так. И вот мы остановились на этой схеме. И вот все это опробовав, узнали, что, по-моему, это было верное решение. Так, про электронику сейчас Георгий расскажет. И вот насос, вот этот насос, да, этот котел без насоса. Почему поставлен дополнительный циркуляционный насос? Потому что при остановке котла, этого умного, его штатный насос тоже останавливается. Значит, циркуляции нет. Поэтому приходится ставить дополнительный насос, который бы своим усилием мог обеспечивать прохождение жидкости. Да? И, конечно, мы поставили заблаговременно байпасную систему, да, которая вот при отказе, при выключении электрокотла мы открываем этот кран, закрываем эти, вода штатным образом проходит, как должно было быть. И таким же образом самый основной байпас у нас стоит вот здесь. Да? Он соединен подача и обратка. Получается, если мы ее открываем, закрываем эти краны, электрокотел будет проходить по замкнутому кругу, уже штатно сам будет работать. А этот котел можно будет даже снять. Или заменить, или с ним какие-то делать без потери жидкости, без потери работы системы. Вот таким образом мы решили вот эту задачу. Но это, еще раз говорю, это у нас такой экспериментальный. Вот дай бог, чтобы все это перезимовало. Дай бог не воспользоваться этим котлом. Но оно дает какое-то дополнительное спокойствие, скажем так. Тестовые какие-то пуски тоже были? Да, конечно. Мы когда специально день назначили, чтобы это не было поздно, да, при тестовых таких моментах бывает очень много всяких нюансов, и мы с утра решили, день назначили, с утра пришли, отключили основной котел, ждали включения этого котла, а он у нас не включается. Все начало остывать, так мы сидим, думаем, в чем дело. А оказалось это очень банально просто. Датчик этого котла стоял на нем, штатно. Он должен так стоять. Ага. И вот мы думаем, с Георгием подумали, а он-то здесь имеет объем, а он-то остывает долго. И вот датчик думает, что все тепло, хорошо. А здесь все начало остывать, батареи остыли, трубы остыли. И вот мы пришли к такому решению, что мы его вынули оттуда, протянули и поставили на насос. На подачу насоса. Ага. Потому что первая металлическая, первая металлическая деталь – это насос. Вот мы его сюда прикрепили, потом опять тестово запустились. И буквально сколько прошло? 5 минут, не больше 5 даже. Он заработал, был включен резервный котел. Так что я думаю, что правильное решение было. Ну, конечно, при таком правильном исполнении, конечно, здесь надо будет, когда мы будем делать, уже отдельно надо такой блок датчика, да, сделать блок, в котором можно установить датчик.
Вот тогда будет это правильно. Да, сейчас, конечно, вот немножко так первый такой блин комом колхозно, но все это сделано. Не, ну, дай Да. бог каждому такой колхоз, Анатолий. То есть, в принципе, система, она может быть поддерживается вот этим котлом, который на 7,5 киловатт, да. который, прошу прощения, я озвучу стоимость, он стоит порядка 15 тысяч рублей. Да? Порядка 15 тысяч рублей, плюс стоимость насоса, плюс стоимость работы и так далее. То есть в цену нового настенного котла, вернее второго настенного котла, хозяин получает систему аварийного включения, которую не нужно документировать. Вот это самое главное. Да. То есть попробуйте сейчас подать ресурсникам заявку на второй котел и насколько по времени обойдется ваше хождение по различным инстанциям. Анатолий прав в этом. Еще раз хочу сказать, да, дорогие зрители, когда вы планируете строить дом, систему, пожалуйста, будьте добры, все это учитывайте заранее, потому что наши холода, почему у нас машины с двойными стеклами, почему у нас несколько обуви, почему у нас несколько шуб, почему у нас все двойное. Также и в системе снабжения, да, дома энергетикой. Это должно быть в несколько раз, да, допустим, есть люди, которые оставляют свои печи, это первое такое решение, да. Второе, это когда заранее ставят два котла, если вы хотите ставить именно настенные котлы, то их надо ставить два. Два, значит, по суммарной мощности, которая отвечает вашим требованиям, но два, допустим, чуть поменьше, да, вот мощностями, но сразу документы сделать на два котла. Этим вы обеспечите свою безопасность. Поэтому сразу я говорю, чтобы очень хорошо, когда стоит настенный и напольный. Вот. Таким образом Это такие достаточно кардинальные решения. Есть еще один момент. Когда покупаешь котел, берешь сразу два, но один ставишь один, а второй используешь как донор, да? Ну, это тоже. Нет, это совсем неверное решение, потому что когда ты будешь пока его снимать с донора, ставить, пройдет какое-то время, а это будет обязательно под Новый год. Если ты не знаешь, что оттуда вынуть. Или ты не дома там. Да. Но лучше ставить два котла, которые сразу при понижении температуры второй котел автоматически может включиться. И у нас, на самом деле, Анатолий работает в составе очень мощного коллектива единомышленников, среди которых есть звукорежиссер. Но также есть специалист как раз по электронике, который Георгий Андреев, который с недавних пор примкнул к нашей вот этой группе энтузиастов. Да? Давай немного по электронике вот этого. Ты сказал, что вы обошлись штатной достаточно полностью электроникой. Да, здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, как сказать, куплен на самом деле штатный комплект, который продается во многих магазинах. Ну, название вы видите на своих экранах. 7,5 киловатт. То есть в озвученную уже Дмитрием стоимость входит сам котел и входит его блок автоматики. Вот его блок автоматики, он совершенно штатный. Мы практически в его работу не вмешивались. Но, как вот только что озвучили, пару нюансов все-таки пришлось сделать. В этом нам очень помогла, скажем так, наполовину документированная его возможность. В нем, как вы видите, два регулятора: воздух и вода. То есть он работает как по температуре воздуха, как по температуре воды. У него есть два датчика. Один вот вы видели это водяной датчик, второй это датчик температуры воздуха. И во время вот нашей, скажем так, пусконаладочных работ выявился такой нюанс, что воздушный датчик в нем первичен. То есть, если ты в нем поставил 20 градусов по воздуху, пока ниже этого не опустится температура, он не включится. А если поставить слишком низко, наоборот, все время будет находиться во включенном состоянии и не будет учитывать температуру теплоносителя, то есть воды в данном случае. Но в нем выявился такая инструкцию, ну, когда у нас, скажем так, уже перестало что-то получаться, мы наконец почитали инструкцию. И вычитали, Анатолий Анатольевич, что система вот этой автоматики умеет игнорировать неисправный датчик. Ага, мы подумали. И первым делом выдернули датчик воздуха.
И сразу все заработало так, как нам надо. Он стал работать только по температуре воды, что нам и надо. Затем выявился вот, момент с инерционностью котла, и, соответственно, мы датчик переставили на насос. И все, и теперь все заработало так, как нам надо. То есть мы выставляем с некоторым запасом температуру воды, и все. И как только теплоноситель начинает остывать, котел включается, аварийный наш котел. Здесь что я хочу сказать. Вам уже было сказано, что 7,5 киловатт. 7,5 киловатт – это, товарищи, на самом деле серьезная мощность. Если мы его включим в однофазную сеть, в обычную розетку 220 вольт, по идее, это, как бы сказать, относительно штатный режим подключения, но при этом сила тока нужная составит более 30 ампер. Вы, наверное, большинство даже таких автоматов не видели. Это практически запредельная нагрузка на однофазную сеть. И она точно превышает установленную мощность, которую нам обычно дают энергетики. Поэтому нам задачу облегчило то, что у Алексея, у заказчика, изначально был трехфазный ввод. Когда трехфазный ввод, мощность распределяется на 3 фазы, и все совершенно штатно. То есть это неотъемлемое условие наличия трехфазной сети, да? Я бы сказал, скорее всего, да. Как мы видим, вот, пожалуйста, еще раз посмотрим сюда, он позволяет включать секции. Вот, допустим, если я так включил, это будет уже не 7,5, а 1/3 от 7,5. Вот в таком режиме тоже можно работать, но вы понимаете, что это уже мощность совершенно недостаточно для поставленных задач. То есть, если вот сказали, что на этапе проектирования и так далее, строительства дома, надо как бы предусматривать то, это и это. И я бы тут еще добавил, ребята, немножко, как бы сказать, посмотрите вперед, немножко потратьте дополнительные деньги, но возьмите себе сразу тех условия на 3 фазы. Это очень сильно облегчит вам задачу. Не обязательно с такими котлами, но и со всякими домашними мощными приборами. Станками. Да, станками, сваркой и так далее. Это сразу снимет вам очень много, так сказать, головной боли. И опять же, вот раньше всегда говорю, вот, 3 фазы не дают. Неправда, уже дают. То есть достаточно прийти, оформить необходимые документы. И у вас будет сразу повыситься и безопасность, и так далее. Анатолий, перейди еще раз сюда и давай подытожим нашу... Спасибо Георгию за то, что, еще раз, человек в каске, он очень хорошо еще с университетских времен и в электронике, и в электрике разбирается, да? Но не все же потребители вот так развиты в техническом плане, не все вообще представляют собой конструктив настенного котла. И поэтому то решение, очень изящное, да, которое предоставили ребята для заказчика, я еще раз говорю, ближайшее самое решение было воткнуть второй котел и пройти все муки ада со всеми вот этими разрешительными вещами. Это было такое. Ну, в принципе, 2 котла параллельно или последовательно включить, это не является такой... Да. Просто допетрили, и планеты сошлись таким образом, что у заказчика оказалась трехфазная сеть, и можно было воткнуть обычный электрический ТЭН, который, на самом деле, вот реально, он продается в любом магазине. Но насчет электрических котлов, еще раз, в следующих выпусках мы отдельно поговорим, потому что есть у нас друзья, которые, да и у Анатолия есть опыт, когда он отапливался электрическим котлом. Правда, чуть, говорят, штаны не спустил, да, потом бегал, там, кредит выпрашивал. Но это совсем другая история. А разумное ведение домашнего хозяйства, разумное ведение частного подворья означает изначально уже на этапе начала строительства взять тех условий на трехфазную сеть, запланировать какую-то резервную мощность, которая позволит безболезненно перенести все те отключения, которые могут произойти отнюдь не по вашей вине, я уверяю вас. Поэтому жму руку и за очень изящное и достаточно бюджетное решение, которое, я думаю, наши телезрители могут использовать и у себя в частных подворьях. Увидимся.